Привет, друзья! На этой неделе, 6 июля, в Молдове отмечался День памяти жертв депортации. Сегодня я хочу поговорить об этой трагической дате в истории нашего края, которая, к сожалению, была проигнорирована властями автономии и до сих пор в должной степени не осознана на общественном уровне. Поведение властей Гагаузии и общества 6 июля говорит очень многое не только об отношении к истории депортаций, но и к сегодняшней агрессии России против Украины. И, что самое главное, к потенциальной агрессии России против нашей страны. Даже если власти автономии молчат и не высказывают своего отношения по поводу того, что происходит в Украине, их демонстративное игнорирование такой трагической даты, как депортации, которая на первый взгляд не связана с событиями в соседней стране, обличает их отношение к этой позорной и преступной войне Путина против наших соседей. Я думаю, несложно догадаться, на чьей стороне будут эти дамы и господа, если, не дай бог, российская армия вторгнется в Молдову. То, что у Путина есть план захватить в том числе и Молдову, сомневаться не стоит. Он есть. И в России его не скрывают. Путин уже себя сравнил с Петром I, собирателем земель русских. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а как? Так и есть. Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. То, что события 73-летней давности имеют связь с тем, что путинский режим творит сегодня на оккупированных территориях Украины, совершенно очевидно. Те же репрессии по национальному и социальному признаку. Те же методы, расстрелы и заточения в лагерях. Национальный компонент был одним из элементов сталинских репрессий. Вспомните депортации поволжских немцев, крымских татар, вайнахов, латышей, литовцев, эстонцев. Всех тех, кто имел сильную и устойчивую национальную идентичность. То же самое путинский режим делает на оккупированных территориях Украины по отношению к тем, у кого сильная и устойчивая украинская идентичность. Социальный элемент был одним из главных при сталинском терроре. Репрессии по отношению к зажиточным крестьянам, их домам и имущество отбирали и передавали в колхозы, а в домах заселялись партийные функционеры сталинского режима. На оккупированных украинских территориях сейчас тоже отбирается имущество, вывозится зерно и сельхозтехника, а в дома украинцев заселяются представители путинского режима. Мы это здесь не ощущаем, так как это далеко, в Украине. Но те, кто жили здесь 76 лет назад, отцы, деды и прадеды современных гагаузов, тоже не ощутили голодомор в Украине 1932-1933 годов. Они ощутили его потом, в 1946-1947 годах. Во время сталинского террора людей выселяли с места жительства в трудовые лагеря ГУЛАГа, либо на поселение в Сибирь или Казахстан. Аналогичные вещи путинский режим делает сегодня в Украине, высылая и насильно перемещая людей вглубь территории России и размещая самых неугодных в так называемые фильтрационные лагеря. Названия некоторых методов претерпели изменения, но сами методы не изменились. Я не знаю, почему власти Гагаузии проигнорировали эту дату, хотя догадываюсь. Скорее всего, потому что она очень не нравится путинскому режиму. Ни Народное собрание, ни Башкан Ирина Влах ни словом, ни делом, по крайней мере, публично не выразили сочувствие, либо вообще какое-либо отношение к жертвам репрессий в Гагаузии и к их потомкам. Но независимые СМИ существуют для того, чтобы говорить о том, что власти пытаются замолчать и вытеснить из новостной повестки и коллективной памяти гагаузов. Поэтому сегодняшний выпуск будет о том, как молдавский и гагаузский народ пострадали от репрессий и депортаций советской власти и почему 73 года спустя в Гагаузии не отрефлексировали на эту тему и не дают однозначной оценки, культивируя ностальгию по СССР. Мы считаем, что об этом важно говорить прежде всего, потому что эта трагедия не должна быть забыта и повторена. Для того, чтобы понять, как это может повториться, достаточно внимательно присмотреться
к тому, что путинский режим делает на оккупированных территориях Украины, а также прислушаться к заявлениям из России о том, какие планы у путинского режима на Молдову. И все станет ясно. То, что в нашей стране и в Гагаузии не оценили и не отрефлексировали на трагедию репрессий, депортаций, голода и роли советской власти в этой трагедии или во всех этих трагедиях, стало причиной того, что сейчас наш регион превращается в медвежий угол. Тянется к прошлому, а не к будущему и поддерживает военные преступления путинского режима в Украине. Все ностальгирующие в Гагаузии по СССР должны знать эту ужасающую и трагическую часть истории советского периода нашего края. Тысячи жителей в Гагаузии, цвет нации, образованные, успешные, активные и инициативные люди были просто убиты, выселены, уничтожены в дорогах и на чужой земле. 73 года назад, ночью 6 июля 1949 года, началась вторая и самая массовая депортация жителей Бессарабии в Сибирь и Казахстан. Эта операция была названа операцией «Юг». Она началась 6 июля в 2 часа ночи и завершилась 7 июля в 8 часов вечера. В результате двух последних волн депортации 49-52 годов советские власти насильно вывезли с территории Бессарабии 35 796 человек, более 14 тысяч женщин, 11 899 детей и 8 864 мужчины. На днях Национальное агентство архивов опубликовало список жителей Бессарабии, депортированных с 6 по 9 июля 1949 года. В этом списке в этот список включены почти 99% жертв сталинских репрессий. Депортации проходили так. Село окружали военные, а по улицам со списками ходили председатели колхозов вместе с солдатами. Депортированным разрешали брать с собой немного одежды и еды, загоняли в вагоны для скота или товарняк и везли посреди ночи в далекие и чужие края. Многие из них так и не вернулись домой, а те, кто вернулись, навсегда несут в себе травму пережитого, в том числе и травму дискриминации, которой подвергались всю свою жизнь. Как пишет Константин Курдогла, за все 3 волны депортаций из гагаузских сел было репрессировано и депортировано от 3600 до 7000 человек. Для наглядности это все население села Кирсово, ну или Казаклей, в том числе старики и маленькие дети. Их имущество, оставшееся на родине, передавали советским служащим и государству. Вот что о дороге в Сибирь рассказывала Мария Бежанар из Гайдар, которую депортировали вместе с родителями. Ее историю записал Константин Курдогла. Мария рассказала, что они ехали 17 суток. Туалет в вагоне был закрыт домотканной дорожкой. Свежий воздух проникал через маленькое окно. В вагоне стоял смрад. От жары и тесноты умирали дети. Когда вагон останавливали, все выбегали, чтобы на огне сварить еду. Но не успевали, и все это время ели сырую пищу. Мария Кулева из Чодырлунги в 12-летнем возрасте с семьей была депортирована в тайгу в Бурят-Монголию. Ее история тоже есть в книге Курдогла. Их везли 25 суток в вагонах для скота. Привезли и выгрузили в лесу в поселении с бывшими заключенными. Мария рассказывает, что семья голодала, дети работали в лесу в тайге, куда часто шли пешком. Обуви не было, поэтому ноги обматывали одеялом. За труд ссыльным платили копейки. Когда привозили хлеб, за него приходилось драться. Афанасию Ангелову из Утули в 1949 году было 10 лет. Он рассказал, что когда их семью высылали, советский активист из его села схватил его за шиворот и ударил о землю. Он с матерью оказались в Бурят-Монголии, в тайге, в хлипких бараках, в которых жили в голоде и холоде. Мария Кальчева-Милиш из гагаузского села Кубей говорит, что ее дядя отказался ввезти на своем транспорте какого-то советского чиновника. Когда в их дом пришли солдаты и активисты, у ее мамы случился нервный срыв. Местные активисты говорили, что все имущество депортированных теперь перейдет к ним. Когда семью выслали, их дом разграбили. Семью привезли в Сибирь и поселили в тюремных бараках. Все время депортации они голодали. Мария говорит, что привычка доедать и собирать со стола крошки осталась с ней на всю жизнь.
Все эти истории Константину Курдоглу рассказали депортированные, которые в момент высылки были маленькими детьми. Чем они заслужили такую судьбу и такие лишения? Только тем, что активистам нужно было выполнять план по зачистке от ненадежных элементов. Среди этих семей были и те, у которых было больше скота и зерна, чем у остальных, или их родственники просто не понравились кому-то из активистов или чиновников. Был бы человек, а статья найдется. Но работа над зачисткой от неугодных элементов началась раньше, в момент первой аннексии Бессарабии в 1940 году, которая, как вы помните, состоялась в результате пакта Молотова-Риббентропа. У другой исследовательницы истории нашего края из Чедерлунги Светланы Капмажи есть статья, опубликованная на нашем сайте, о первой волне репрессий 40-41 годов. Первая волна была меньше по сравнению со второй волной 49 года. Первая волна менее изучена по сравнению с той же второй. Константин Курдоглу пишет, что в первую волну депортации 40-41 годов с территории современной Гагаузии было депортировано более 1000 человек и более 1500 гагаузов с гагаузских сел Украины. Репрессии 40-41 годов коснулись прежде всего представителей местной администрации, примаров, полицейских, юристов. Вот, например, история примара села Чедерлунги Афанасия Кулева. Тогда город Чедерлунга был селом Чедерлунга, которому не посчастливилось занимать эту должность в момент прихода в Бессарабию советской власти. По данным Светланы Капмажи, его отправили в колонию в Пермском крае. В 1942 году он умер в возрасте 36 лет. Афанасия Кулева убили за то, что он был примаром. Он был избран на эту должность, так же, как сегодня на должность примара избирались примары 27 сел и городов Гагаузии. А вот история Дмитрия Чекера из Чедерлунги, который принадлежал к роду Михаила Чекера, известного гагаузского священника и просветителя. Сейчас Михаила Чекера в Гагаузии почитают, в его честь называют учебные заведения, открывают мемориальные плиты и памятники. Но в советское время лиц, принадлежавших к роду Чекера, репрессировали. Дмитрия Чекера обвинили в том, что он служил в жандармском отделении. Выслали на остров Свияжск на Волге, где он и умер. Также репрессиям подвергались те, кто не был согласен с политикой коллективизации. Крупные землевладельцы и те, кто сейчас называется бизнесменами и предпринимателями. Тут мне хочется опять обратиться к гагаузским бизнесменам, которые ждут прихода русского мира во главе с Путиным. Если вы думаете, что современная Россия отличается от сталинского режима, потому что тогда не было частной собственности, а при путинском режиме она есть, и поэтому владельцам бизнеса в случае прихода русского мира ничего не угрожает, не обманывайте себя, господа. На оккупированных территориях путинский режим не церемонится. Ваш бизнес отнимут, чтобы передать государству, ваше имущество достанется кому-то из ФСБ, а вас, вашу жену, ваших детей и ваших внуков вышлют в места не столь отдаленные. А если вы думаете, что если вы будете встречать российскую армию с цветами, то вас не тронут, изучите историю. В 1940 году в Бессарабии советскую власть в гагаузских селах тоже встречали с цветами. В итоге многие были репрессированы, и все без исключения прошли через Голодомор. Например, уроженец Чедерлунги Никита Рябицкий, коммерсант, был арестован в 1941 году и отправлен в Сиблак. История репрессий в Бессарабии и среди народов, кому не повезло стать частью страны Советов, это история миллионов уничтоженных и сломанных жизней. Миллионы людей лишены перспектив. Вы только вдумайтесь, сколько успешных и развитых компаний могло быть в нашем крае, останься живыми и при своей собственности эти люди, уничтоженные в лагерях. Развитие этих компаний, безусловно, тянуло бы за собой и развитие инфраструктуры, экономики, культуры и социальной жизни нашего края. Но, к сожалению, история распорядилась иначе. И мы сегодня отстаем в своем развитии по сравнению с той же Западной Европой, которая прошла через две кровопролитнейшие и разрушительные мировые войны, но после Второй мировой войны там разрушения закончились и началось созидание и развитие, а у нас разрушения только начались. История репрессий практически вычеркнута из общественной памяти гагаузов. Ее практически нет в общественных дискуссиях и общественной культуре, хотя в каждом селе должны стоять мемориалы в память о репрессиях и голоде, как напоминание о той ужасающей или ужаснейшей трагедии нашего края. Сегодня в Гагаузии только несколько маленьких памятников жертвам репрессий и всего лишь один мемориал во Вдарме.
местные политики избегают и игнорируют эту тему. Ведь тут даже не надо делать громких заявлений. Достаточно было на заседании Народного собрания, которое состоялось 6 июля, почтить память минутой молчания жертв сталинских репрессий. Но этого не случилось. Зато заседание Народного собрания на этой неделе ознаменовалось изгнанием журналиста Нокта Славу Радулова с заседания НСГ. Башкан Гагаузии тоже ни слова не сказала о депортациях в своих постах от 6 июля. Зато поехала в Бельце и обсудила там с руководителями образовательных учреждений Бельц проблемы системы образования. Такое молчание на самом деле не молчание, а громкое заявление своей позиции не только по теме репрессий, но и громкое заявление своей позиции по российскому вторжению в Украину. У меня нет уверенности в том, что власти Гагаузии будут прикладывать хоть какие-то усилия, чтобы трагедия 73-летней давности не повторилась. К сожалению, история может повториться. И, к большому сожалению, она уже повторяется на территории Украины. Стараниями украинцев повторение истории и в исполнении Путина выглядит больше как фарс, хотя для многих в оккупированных территориях это самое, что ни на есть трагедия. Пожелаем украинскому народу стойкости, чтобы эта трагедия не распространилась на другие территории Украины, в том числе и на Молдову. Ну а мы будем информировать и доносить правду, чтобы для многих здесь, в Молдове, это стало очевиднее.